Столкнулся с проблемой. Вот. Я расслабил живот, потом посмотрел, что мы отсняли, и ужаснулся, да. И оператор не кричит: тягивай живот, тягивай живот. Ты же одно время так хорошо похудел. Как-то обмен веществ замедлился. Я теперь так выражаюсь. Обмен веществ замедлился. То, что я скотина просто жру, да? Как не в себя, да. Это как бы ничего, да. Кость, да. Ну, насчет самого легкого. Кюрды. Ну, Барабанчик. С молитвами. что это такое? Кюрды. Я не знаю, как правильно. Леша Кюрды. знает, что это? Ну, в хруле мы проходим, крутим, желательно. Да. Ну, Леша, ты в курсе, да? А ты Поверхностно. видел именно в таком виде? В таком нет. Здесь молитвы, Это они вообще- скрученные. И это тоже, но это уже на каком языке? На тибетском каком-то должно быть? Это какие-то определенные иероглифы, то есть они что-то конкретное обозначают? Ну, Да, конечно, определенно конечно. Блин. И эта же молитва, она, я так понимаю, во многочисленном варианте написана. Там плотная бумага скрученная, да. Мгм. И вот ты крутишь по часовой стрелке, и это как бы разлетается во благо всех живых существ. Это, я знаю, что это. Давай ты просто скажи. Не помню, как это по... Это монгольская вообще тема. Не помню, как это на самом деле называется, но я знаю, для чего это. Предположение хотя бы, что это может быть. Музыкальный инструмент, там... Я вообще не знаю, что это. Что это может быть? Для дома, Может, для если быта. бы они были вот так вот, знаешь, Мгм. мертвыми, как расческа, я бы думал, что это, не знаю, там скотину чесать или еще что-нибудь такое. Я не знаю. Да, это загадка, это головоломка, да. Надо ее, получается, вдеть надо или наоборот надо будет раздеть? Раздеть, да? Мне кажется, раздеть. Раздеть, да. А вот можете сейчас проверить? Ну, это прикольная тема. Это вот в поезде едешь, например, до Улан-Батора, да, или до Улан-Удэ, да, туда долго ехать, и как раз по дороге можно. Пока доедешь, может быть, не понять, разберешь. подумать. А как это звучит на монгольском? Наверное, шинджи. Наверное, чинджи. Это калмыцкая тема? Да. А, я думал, И в монгольская. Монголии тоже есть. Как вы думаете, что это? Это игрушечный деревянный закругленный меч. Не. Так, сейчас я скажу. Выбивать, что ли, им что-то? Не, ну, Это подсказка под прям- ручку. Не, ребят, посмотрите, там прям реально есть подсказка. Лошадь? Нет. Вот посмотрите, пригодитесь. Ну, подсказка это вот точно под руку, значит, это вот что-то замахиваться надо, да. Потом вот смотрите там, что. Лошадь, подсказка, действительно. Может быть, лошадь как-то вместо кнута, да? Что-то с лошадью связано. С лошадью, да. Но не вместо кнута. Не вместо кнута. Что же? Вот что можно с лошадью делать, Леха? Давай, у нас мало времени, да. Почему у меня оно У умеет? нас мало времени, все больше людей считают нас очень тупыми. Самое, понимаешь, мы должны как-то решить эту головоломку. Леха, короче, ультиматум не отгадываешь, она в моей руке, а не в твоей, слушай. Вот Точно так и получится. делаются дела в шоу-бизнесе. Так, ну смотри, это не выбивать, получается, да, это, ну, в смысле, не подгонять лошадь, но это чистить волосы. Ой, чистить, Гриву расчесывать. чистить хорошо, гриву расчесывать. Да ешь, зачем же ты меня сбиваешь? Чистить, вот я еще раз, и на этом остановимся. Надо чистить лошадь почаще, это классная штука. Лошадь, она потеет. И образовывается на ее Ага. такое, типа пот, его скребком вот это все вычищает. Типа, как знаешь, Сейчас пользуются этим, получается, да? платочек носишь, чтобы пот втирать. Вот это вот, наверное, для лошади тоже Лошадиная, да, ну покруче, чем наша. Да. Как будто для Не знаю, угли кузнеца в костер что-то, да. подкидывают. Для кузнеца как будто. Да, действительно угли. Я сначала не посмотрел вот на конечник, подумал, что это огромные ножницы. Что такое? Слушай, конкретно этой штуке много лет, я так понимаю, да? Следующее. Слушай, что-то у нас получается-то, Оля. Так, зачем я рано так порадовался, да? Ну, точно подставка для пиалки, для тарелки. Нет?
Ну, подставка, да. Для Правильное подставка, направление, подставка, но не хорошо. Для пиалки. Короче, мне надо первое слово озвучить, я попадаю практически сразу, а дальше молчать. Да. Все, подставка. Как думаешь, для чего подставка, Леша? Мне напоминает, знаешь, что на дерево вот, видишь, птички сюда садятся. Блин, подставка для вот этой фигни, которую ложат чистить. Он так серьезно про птичек сказал, я не удивлюсь, если он на втором микрорайоне соседнего дерева, да, повесил. Так, подставка, металлическая подставка, что-то теплое, горячее, может быть. Что-то сложное. Ну, подковы, что-то. Или не пользовались подковами тогда? Нет, это не подковы, но что-то рядом. Что-то рядом. Знаешь, дома есть такая обувница, куда обувь складывают? Вот это такая же штука, только для подковы, наверное. Чтобы Вот так она вот так вешают, да. Нет? Ну, это рядом обувь, лошадь и подставка. Что? Это, ну ладно, это стремя. Да? Почему? Да. Сюда ставят ногу и садятся. Я понял, ну на лошадь, чтобы Я залить понял, время, для да. чего это. Знали это? Ты Если бы вот так вот положили, то, наверное, Нет, мы бы догадались. Не, на самом деле, блин, да это вообще больше. Я догадывался. Ну, вот это давайте тогда. Ну, это сложный вопрос. Я знаю. Вот эта фигня, чтобы спину чистить. Я сразу вам скажу, что это уменьшенная копия, это как игрушечная. Вот такие корзиночки, они в натуральную величину очень большие. Для шерсти, наверное, что-то, нет? Ну вот именно, понимаешь, что-то, чтобы оно не провалилось. Вот что-то, что не будет проваливаться туда. Либо наоборот, ты ее выжимаешь как-то, и она туда вот... Это мне напоминает почему-то, что клуб, что где. Да, что где. Реально. Так, Леш, предположение хотя, честно. Я уже выразил одно предположение. Про птиц сказал кормушку, я бы не удивился, если бы на том же дереве ты повесил то же самое. Собирают кочевники, ходят они там, где-то собирают в корзинках. Безотходный, так сказать, материал. Да. Топливо. Какое топливо? Ну, навоз, Да. кизяк. Да. Собирали кидать. Ну вот поэтому он не провалится, да, в принципе, он же плотненько, да. Ничего У меня себе. почему-то появилась мысль про намордник. Ну это не для кизяка, это для кизячка такого. Это маленькая лошадка, чтобы ходить за маленькой лошадкой, да. Я думаю, это легкий вопрос. Я не отгадала. Да, но они Ну это инструмент же, по-моему, да? Музыкальный инструмент. Ну, вы же музыкант, я Ну думаю, да. это легкий вопрос. Музыкальный Я инструмент. вообще не Брам-брам-брам-брам. Что это такое? А нахуй же как это работает. Ну, блин, я не знаю, но брам-брам-брам. Да, это Как орган. она, варганда, чем-то Ни разу не отличается? пробовал? Я вообще, я пробовал, но не на таком массивном. Он был так потоньше немножечко. Но он набирает вот так. Я что, как-то язык надо держать там, что Ничего не ли? надо держать. Ты цени, кстати, Маша, звучал прикольно вот. Ого. Белый колокольчик. Просто не хочу прикасаться. Неприятно. Я с самого начала на этот момент. Я знаю, это лампа Аладдина. Я угадал. Сейчас уже показывают этот фильм, да, Владимир? Да. Сейчас Уилл Смит оттуда вылезет, да. Что это такое? Может, где-то видел. Вот если вот так, то еще канает лампа Аладдина, но когда вы поставили, я засомневался. Ну, это очень красиво, это что-то такое... Не мыть в руки? Ну, практически нет. Ну, не мыть, но что-то. Умываться, что такое, как вот кувшин для умывания. Вы, когда в хру пройдете, Ага. вы видите улам, Мгм, эти штучки мгм. стоят. Ну, когда Это шаг. вот этот сделаешь горой небольшой, да, Да. после алтаря, и тебе как раз наливают немножечко, да. Ну, что-то получается, отгадывают, да? Так, это сложный вопрос. О, тоже на музыкальный инструмент похож. Крэш. Крэш. Тарелка у нас называется крэш. Опа, Либо, может быть, часть древнего Я извиняюсь. Ну, может, что-то такое. Ну, войны же были изначально, айраты, да, может, там много чего может защитить от стрелы. Я даже знаю, куда я бы, да. Ты нормально держишь. Так, Да. вот сюда я просто раз держал, вот сюда На держал. уровне груди. На уровне груди. Вот прям вот где у тебя вот это солнышко нарисовано, где у Будды. Это защита все-таки? Да, это Это какая-то часть доспеха. Доспеха, да? Нет, Как нет? нет.
Это часть одежды. Она Это была какой-то золотая? медальон? Или Что-то медальон? такое, нет? Это часть одежды шамана. Шаманы одевают спереди и Мгм. сзади вот такие штуки. Плохая энергетика, она отталкивается, Мгм. так скажем. Обалденно, слушай, вообще. Ну, это прядь, по-моему, что-то для ниток. Нет? Вон сзади прямо как раз. Веретено так. Волчок. Волчок. И той стороны. Вот так. Вот так. Так, оно заострено, то есть как-то вот оно может что-то вот... вот это сложно, честно. Да. Это сложно. Мы, честно говоря, сами не поймем, что это. Думаешь, что мы, может, да? Мне понравилось, да. Ты у всех так спрашиваешь. На улице не потому что это, не знаете там. Я могу быть, может, вы знаете. Да-да-да. Перкуссия. Я угадал, это перкуссия. Как инструмент называется, я не знаю. Что это такое? Перкуссия? Перкуссия? Барабанчик такой ты имеешь в виду, да? Да. Шейкер, это шейкер, тамбурин. Ты имеешь в виду, как это называется на калмыцком языке? Не-не-не. Или применение? Применение. Применение. Что это? Кто применяет, может быть? Ну, может быть, те же шаманы, нет? И для чего он делается? Разгонять? Вон, видите, бубен. Угу. И эта штука Мгм. бубен. Похоже издалека на вот, на копытце какой-то. Да-да-да. Чуть-чуть. Ваше предположение. Украшение какое-то. Почему у меня голова от нее кружится? Это гипноз, понял? Вот так крутишь ее, крутишь, Ага. засыпаешь. На украшение похоже. Или может на лошадь вешалось. Ну не украшение, оно прям, чтобы какой-то звук издавало очень громкий. Может, лошадь не потерялась или что-то. Нет, это, Может, тоже тут с шаманами связано? да, это шаманская штука. Это бубенчики, и просто их сплели вот сейчас как бы в эту гирлянду. Ага. На самом деле это бубенчики пришиваются на одежду по отдельности. На одежду шамана. И когда шаман помылает, то они звенят и создают определенные... Шаманская. Почувствуй шаманскую любовь. Так, короче. Это связка средневековых ключей, я угадал. Да. Передача называлась «Карлик бегал там», да. Форт Боярд, по-моему, да? Как знаешь, в фильмах у тюремщиков есть же такая здоровая связка от камер. Это то же самое. Подожди, это не какая-то миниатюрная версия чего-то, это на полном серьезе, да? Если вы не видите маленькие ножички, маленькие тарелочки, маленькие Я тут замочки, видел маленький кипятильник. маленький топорик, да. Ну, я склоняюсь, что это либо игрушка, либо все-таки что-то шаманское, потому что здесь вот все такое, как обереги, что ли. Ну Все да, такое да. острое. Это детали Вот шаманской кипятильник. одежды. Вот это что-то гипноз, мне кажется, если всматриваться, да. Тоже детали шаманской одежды, и так пришиваются на одежду шамана. Мгм. И своего рода это означает определенные береги. Кстати, мое субъективное мнение, многие воспринимают шаманизм, наверное, как-то скептически, да, вот мне нравится, что в шаманизме, я, конечно, не сильно поглощен, но они уважительны к хозяинам местности. Вот для калмыков это очень важно, ну, мне так кажется, это сейчас уже новое поколение забывает, наверное, это надо вот уделять внимание духам хозяинам местности. То мы насмотримся ужастиков, думаем, что это какие-то вот там они, а мы здесь, а мы же все вместе. Загнул, да. Следующий. Это кость! Много предположений. Самое абсурдное — трубка мира. Такая, причем нормальная трубка мира, может, цыганская. Только ты не такой. дуй. Нормально, да. Это звуковое что-то. Что-то звуковое. Это, я так понимаю, тоже шаманизм, наверное, да? Нет? Нет, это другая штука. Нет. Ты почему не думаешь?
Может, это сейчас окажется что-то такое, знаешь, там прям ритуальное, там люди да, обидятся на нас. Не знаю вообще, без понятия, что это такое. Ты взорвала мне мозг. Мать, ты взорвала мне мозг. Донара, что это такое? Я не знаю. Я уже подумал, там пыль собралась, понимаешь? Либо ну вот тут. Ребята, это на самом деле очень серьезная вещь. Да, это серьезная вещь. И если я расскажу историю этой вещи, вполне возможно у вас прекратятся всякие эти... Да, я так и думал, да, что-то, да. Заранее я извиняюсь. Да. Ее применяют ламы для совершения тантрических ритуалов. Ух. Для призывания определенных духов. Эту трубочку, ну как бы трубка или какую, да, дудочку в основном делают из человеческих костей. Ух. И в основном это должна быть кость девственницы, умершей своей собственной смертью. А я слышал про это, да. И серьезно, но, говорю, это не Ну, кость девственницы, это просто кость говяжья или чья-то, да? Это не человеческая. Точно? Да. Потому что кость человеческая, она более тонкая. И показывали передачи, там «Орел и решка» или «Мир наизнанку». Он там приезжал, когда вот в Тибет, и там была вот эта кость человеческая. Там ей около там сколько-то лет, и там поменьше, она поуже. Так, мы не хотели обидеть своими предположениями. Мы как это, два придурка, которые сидят обычно на задних партах и начинают, а что не скажешь? Хихикают там, да. Чего с нас ничего не возьмешь с нас? Я не хочу сказать, что это ваша вина, это то, что вы многое не знаете. Вполне возможно, там 99% вашего возраста люди, которые, ну, даже моего возраста люди, которые половину не знают того, что здесь лежит. Я тоже не знаю много еще. Я только с кизяком картинку. Я больше ничего не угадала. И благодаря тому, что сейчас мы это видео выложим, вполне возможно, многие хотя бы узнают. Вообще, это круто, нам повезло. Нам просто повезло. Мы сегодня еще и клип отсняли, и накормили. Да, и чуть-чуть новое для себя подчеркнули. Спасибо. Спасибо, ребята. Так что... Ставьте лайк, делайте репост. Я улетаю, не бери меня обратно, подлетаю на Каре, набери меня.